Но один из аргументов у оппозиции, в частности по инвестиционному соглашению с Россией и по увеличению объемов сотрудничества с Российской Федерацией, это то, что это некоторым образом, по их мнению, опасно для местного бизнеса, для местных предпринимателей. Это перевернутые такие факты? Это никак не соответствует действительности. У нас определенное количество людей без работы. Эти люди, которые так говорят, у них есть неплохой бизнес, в том числе и туристический. Они, видимо, не хотят, чтобы в стране была конкуренция. Я понимаю их мотивы в этом плане. Но вы знаете, я планирую исходить из интересов того населения, которые не имеют работу и хотят работать и жить. А в их интересах, чтобы рабочие места были созданы. Это нормальная история, когда есть конкуренция. Тем более, в какую отрасль пускать, какие отрасли развивать, какие территории, это будет зависеть от абхазских властей. Они сами планировали, когда были у власти, дополнительные инвестиции привлечь. У нас закон об инвестиционной деятельности в 2014 году был принят. Там были определенные льготы. Но этих льгот оказалось мало. Эти условия лучше. Более того, была разработана программа ими «25 шагов». Третий пункт программы. Это дополнительные стимулы для инвесторов. Земельные, финансовые, инфраструктурные. Слушайте, а мы никакие инфраструктурные, семейные, финансовые стимулы инвесторам предоставить не можем. Инвестор все риски берет на себя, и нет такого потока инвесторов, поэтому они и принимали законы. Кстати, они законы, которые принимали, я считаю, что это было правильно. Другое дело, что они смогли сделать так, чтобы законы начали работать. Для того, чтобы был инвестиционный климат, недостаточно, значит, иметь хорошее налоговое законодательство и преференции. Там еще и закон должен работать, правопорядок должен быть обеспечен. А с этим у ребят были большие проблемы в период с 2015 по 2020 год. Так, чтобы вы это понимали, большие проблемы были. Сейчас у нас в плане борьбы с преступностью картина кардинально поменялась. Не то, чтобы она улучшилась, она изменилась кардинально в лучшую сторону. Об этом говорят цифры, и они носят объективный характер.